В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика», в студии Рамзан Абуев. Здравствуйте, главное сегодня. Возрождая прошлое. Неприемлемые нововведения в самое важное событие в жизни человека — свадьбу, церемония которой была неизменной веками, необходимо устранить. В этом единогласны все. О важности сохранения традиций и обычаев народа в нашем эфире. Большой потенциал. Между народами Чечни и Грузии первоочередной задачей является открытие дорожного сообщения между двумя республиками. Когда решится проблема отсутствия надежного дорожного сообщения с Грузией, которое необходимо всем? Пропускной пункт Верхний Ларс не справляется. Снежные лавины, опасность камнепадов и товары, которые портятся на стоянках. Какие еще проблемы возникают на автомобильной артерии, соединяющей две страны, и какой есть выход из ситуации? Оттачивая профессиональные навыки. На данном мероприятии задействованы все службы жизнеобеспечения. Экстренные службы Грозного отработали алгоритм совместных действий в случае возникновения пожара на территории ГГНТУ. Как действовали расчеты и какой уровень профессиональных навыков продемонстрировали сотрудники и сколько человек было задействовано? Глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале сообщил, что после оттеснения очередной группы бандеровцев в дело вступило подразделение зачистки. Им предстоит тщательно проверить каждый метр ответственной территории на наличие диверсионных групп вражеских разведчиков и многое другое. В случае обнаружения угрозы бойцам необходимо ликвидировать ее, сводя на нет потери среди личного состава и ущерба местным жителям. После досмотра подозрительного объекта бойцы нередко находят схроны с оружием и боеприпасами, с помощью которых диверсанты могут нанести серьезный ущерб инфраструктуре и людям. В этой связи подобные спецмероприятия играют важную роль в ходе СВО. Сотрудники ОМОН Ахмат-Крепость и Ахмат-Грозный блестяще справляются с поставленной задачей. Они не поднимают лишние шумихи во время спецмероприятий, работа проводится максимально аккуратно. Вся диверсионная сеть украинских спецслужб рушится благодаря неустанному труду таких подразделений. По поручению Рамзана Кадырова Государственной комиссии по исследованию и сохранению историко-культурного наследия народов Чеченской Республики ведется усиленная работа в ряде направлений. Основные задачи были установлены на общем заседании, которое прошло в Министерстве образования и науки. Был затронут ряд тем. Это археология, сбор старых ценных материалов, реставрация исторически важных объектов, снятие документальных фильмов, пресечение несанкционированных раскопок, восстановление чеченского языка и не только. В ходе конструктивных обсуждений чиновники смогли прийти к ряду соглашений и предложили свои идеи, которые начнут реализовывать в ближайшее время. Работа будет проводиться в системном режиме, что поможет в разы повысить ее эффективность. Без историко-культурного пласта мы не создадим достойной идеологии, мы не сможем воспитать соответствующее поколение. Мы все сделаем для того, чтобы вот тот громадный вклад, который Рамзан Ахматович вносит в исследование и сохранение нашего историко-культурного наследия, был и оставался для будущих поколений главным мерилом ценностей. Сохранению историко-культурного наследия в деле – это работа, проводимая с подрастающим поколением по их духовно-нравственному воспитанию. Очередная творческая встреча дошколят состоялась в столичном детском саду «Радуга». В беседе с народным артистом Сахабом Межидовым дети узнали, каков был творческий путь музыканта и поняли, как исполнять мелодии на дечек-пондаре. Также гость поделился историями из своей жизни, а воспитанники сада порадовали его стихами, песнями и танцами. Мероприятие прошло в рамках акции «Встреча с замечательными людьми», инициатором которой является начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова. В завершении встречи Сахабу вручили благодарственное письмо от Хадижат Кадыровой. Он, в свою очередь, поблагодарил руководителя департамента за такое внимание и высоко оценил ее подход к работе.
Kiki bu de la sam khatten sabor işte o kol khanişe ber da melti havisin şatsun muht'am ve din am ve ilq am ve elç. Sen yol şol khan her khan di havis nok hal bar sene de dünyanın işte elç han dünya خميلا همان يسمدوي جوش والشو مخلط سندلا إيش صار نيت قاش كيفر آخر سير هاي قليل قيت ما حاجن هردوق إذا أخسرنا وي قام خدلهم غيل درج غوق درج موت برج شدرج زين زيادة لرج ديتا قيتها حجروق على اشتعال شو يرشوا نخصه. Продолжаем тему культуры в нашем эфире. Чеченцы чтят древние традиции народа. Доказательство тому свадьба, которая проходит со строгим соблюдением обычаев. Однако в последнее время немало и тех, кто вводит неприемлемые нововведения в этот процесс, который был неизменным веками. Брак на Кавказе – это дело не личное, поскольку устанавливает родство два тейпа, которым принадлежат молодожены, к этому относятся крайне ответственно. Как к нему готовиться и как отмечают важные события в жизни каждого человека, расскажет Амина Тупилагова. Историческое наследие Чеченской Республики воплощает в себе созданные в прошлом духовные и материальные ценности, имеющие сакральный смысл. На данный момент по инициативе министра культуры Айшат Кадыровой для сохранения самобытности чеченского народа проводится масштабная работа. Самый объемный пласт, который демонстрирует огромное количество обычаев и традиций, конечно же, свадьба. В Музее Чеченской Республики есть этнографический зал. Среди великолепия экспонатов в нем также можно увидеть традиционное праздничное одеяние – габли, в которой облачалась девушка, покидая отчий дом. Комплект состоял из платья-рубахи, поверх надевалось распашное платье с широким длинным подолом и спереди центральным пазушным разрезом. Элементами украшения женского костюма является нагрудник, на чеченском называется тюйдаргаш, его пришивали к платью-рубахе, и костюм перетягивался поясом. Так как эти украшения стоили очень дорого, не каждый человек мог себе позволить их приобрести, их передавали по наследству, из поколения в поколение. Изготавливали нагрудники и пояса из серебра и позолоты, украшались полудрагоценными камнями, в основном присутствовала бирюза. Современная чеченская свадьба отличается от той, что была даже 50 лет назад. Своего апогея она достигла, когда невесты начали нести с собой в новый дом цветы, бриллиантовые кольца, шубы и даже короны. На первый взгляд подарок не несет в себе ничего плохого, но есть целый ряд «но». Помимо дополнительных финансовых затрат, которых и так много, это откровенное нововведение искажает исконную картину традиций. Я помню, конечно, раньше намного лучше было, и традиции, они все придерживались. Каждый старается как-то выделиться побогаче, наверное. Хинцлело, что гумнаш дукчо совну гумнаш дут. Халклер гумнаш хаздар вилкшдар, улкшдар халклер гум хаздар. Kantu diyorlar, yok Maria, tarhal olsan dan istiyor. Kantu olçuna, yok olçuna, bokka barkız. Bunu hatta haza hinçula dukku tauş geçi yükselçi, yalvaşkelçi bunu dikdar kız. Благо, население региона понимает, что происходящее в корне разнится с тем, как должно быть на самом деле. В вопросе отказа от нововведений и возрождения исконных традиций полностью поддерживает министра культуры. С того момента, как она забила тревогу, люди, можно сказать, начали возвращаться к истокам. В давние времена чаще всего свадьбы случались спонтанно. Гонец с белой кирхой в руках отправлялся в дом жениха. Его появление ознаменовывало скорое прибытие невесты. Забирала белый лоскут заловка или другая родственница. За радостную весть всаднику делался весомый подарок – кинжал, папаха или чаще всего бурка. Во время торжества кирха служила для невестки ширмой. Сегодня этот обычай в числе возрожденных, в новой интерпретации, но все же имеющий важное значение. Yıllar da değişiyor. Hırk, gözden gör. Adet. Ya adet şöyle mallı ya. Ve gorsiz. Nokçamattan khir dole ve. Gorsiz kıdı. Nokçamat ve sadu. Kaqi abriyadiş iril kış. Yüze ve ya emşti. Üç nedir khir? Şöyle tam gelbeç. Ağdır. Havaya dalmışlar. Hiç sürveli işte.
Время неумолимо мчится вперед, привнося в нашу жизнь много нового. Но все же на каждом представителе народа есть огромная ответственность – сохранить то, что позволяет чеченцам идентифицировать себя как чеченцев с богатой культурой, красивейшими традициями и обычаями, пропитанными мудростью предков. Амина Тупилагова, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Военно-грузинская дорога из Владикавказа в Тбилиси – основная автомобильная артерия, связывающая две страны. Однако существуют сложности, связанные с природными особенностями пролегания маршрута. Имеется опасность камнепадов, а зимой к этому добавляются и снежные лавины. Пропускная способность снижается, вследствие чего грузоперевозчики сутками ждут своей очереди. Какие решения есть у данной проблемы, расскажет Луиза Яхьяева. Проблема отсутствия надежного дорожного сообщения с Грузией поднималась неоднократно. Пропускной пункт, который находится на территории Северной Осетии и Верхний Ларс, весьма проблематичен для автомобилистов. Большегрузы, перевозящие товар с ограниченным сроком годности, теряют его в результате длительных задержек на границе. Это значительно влияет на качество экономического взаимодействия близлежащих государств, грузы с которых доставляют через Россию. направление и хабял возможность хоть отдыхать. Охвала вещина под носом мобойный и том колер халвальчам не болошбу я закончить бичан. Лавиноопасная ситуация – это основная проблема Верхнего Ларса. Помимо этого, дорога проложена по краю горного массива и не имеет никаких ограждений. Более безопасной и удобной альтернативой стал бы путь через Итумкалинское ущелье. Глава Чеченской Республики и общественники выходили с предложениями пробить дорогу в этом направлении. В принципе, она существует. Достаточно только политического решения открытия пограничного пункта. И оно принесло бы очень много благ и в экономическом плане, и в плане культурного обмена, и в плане, скажем, посещения родственниками друг друга. Высокая пропускная способность и стабильная возможность пересечения границы при любых природных условиях позволила бы улучшить экономические и межэтнические связи. Культурный, социальный, экономический, военный, массо кепара, yok metkş xilliyor, yok metkş sene xilla, özde xilla, teşme xilla. Ne qatstol gergalo, çünkü qoçuma madat. Kommunikasya mı yok? Amşoxa. Ço melduk payda ba, ne xillar bahandos. Ekonomический sa, gergalon, çağdarı, воне дикine вахар, işte yoksa yok. Несмотря на все проблемы, советское прошлое все еще ясно отражается в отношениях простых людей. Некогда жившие в одной стране, они любят и уважают свою совместную историю, а чеченский народ имеет еще более тесные узы с Грузией. Условия нового мира подвергают опасности очень тесные и многовековые взаимоотношения народов России и Грузии. В частности, страдают представители малых этнических групп. Жители Панкинского ущелья, кистинцы, это потомки чеченцев, некогда переселившихся на территорию Грузии. Из-за отсутствия стабильного сообщения на границе двух стран они испытывают трудности со взаимодействием с родственниками на противоположной стороне. Кистинцы сохранили свою национальную идентичность, язык, традиции, обычаи. Многие из них исповедуют ислам, женятся, ведут быт, воспитывают детей и хоронят умерших, как и предки вайнахи сотни лет назад. Для них оторванность от исторической родины, от своих людей и тейпов – это настоящая трагедия. У меня отец выходец из Панкинского ущелья, и в этой связи у меня там очень большая родственная база. Отец очень много рассказывал мне о самобытности грузинского народа, а самобытность чеченцев, кистинцев, которые там проживают в Панкисе, она мне известна, потому что я с детства поддерживал связи с родственниками, которые очень часто посещали Чеченскую Республику. Однозначно, Итумкалинская дорога, соединяющая Россию с Грузией, имеет большой потенциал. Во-первых, это укрепление отношений между странами. Во-вторых, говоря о ее экономических преимуществах, она стала бы не только удобным логистическим маршрутом, но и раскрыла бы туристические возможности этой местности. Луиза Яхьяева, Магомед Тагаев, Ислам Ибрагимов, Анзор Тураев. Вести. Чеченская Республика.
Экстренные службы Грозного отработали алгоритм совместных действий в случае возникновения пожара на территории Грозненского нефтяного технического университета. Было задействовано 13 единиц спецтехники и 72 человека из личного состава. Как действовали боевые расчеты, какой уровень профессиональных навыков продемонстрировали сотрудники столичного гарнизона пожарной охраны, расскажет Адам Сулейманов. Алгоритм совместных действий в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций планово был отработан экстренными службами города Грозного на территории Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова. Проведены пожарно-тактические учения в соответствии с планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по Чеченской Республике. На данном мероприятии задействованы все службы жизнеобеспечения города Грозный. По легенде, в одном из кабинетов случилось возгорание. В результате несоблюдения правил безопасности при использовании горючих веществ двое студентов получили термические и химические ожоги. Сотрудники специальных служб оперативно прибыли к месту происшествия. Пожарные поспешно эвакуировали пострадавших и тех, кто не сумел самостоятельно покинуть задымленные помещения. Их передали сотрудникам здравоохранения. В результате возгорания была поднята экстренная тревога. Эвакуацию студентов и преподавателей провели незамедлительно. Отряд специальных служб действует слаженно и грамотно, демонстрируя профессионализм. Первостепенной задачей в таких ситуациях является эвакуация людей, а уже потом тушение огня. Отработка подобных сценариев – одна из неотъемлемых задач спасателей. В общей сложности от Министерства чрезвычайных ситуаций для предотвращения подобных происшествий выделено 13 единиц специальной техники, а также 72 человека из личного состава. Проведенное мероприятие показало взаимодействие с слаженность работы как сотрудников МЧС, так и коллективов нашего Грозного университета. По окончанию работ были выявлены недочеты и подведены итоги, которые будут нарабатываться в следующих учениях. Все это делается, чтобы сотрудники смогли довести до автоматизма свои действия, которые в будущем помогут им в реальных чрезвычайных происшествиях. Адам Сулейманов, Аслан Ахматов, Сайдселим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Выставка, приуроченная к столетию становления чеченской государственности, открылась в Грозненской галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова. Союзом художников было представлено более 50 работ заслуженных деятелей искусства России. Экспозиция проводится на грантах главы региона с целью поддержания различных проектов в направлении искусства и культуры. Она будет длиться до конца текущего года. Каждый желающий может посетить ее и погрузиться в философию, гармонично представленную на холстах. Сегодня здесь выставлены большая часть членов Союза художников, наши именитые художники, в том числе и молодые художники, которые отличились своим большим талантом. Экспозиция данной выставки посвящена нашей республике, нашей родине, нашей краю, нашему природе, нашим выдающимся деятелям, нашим мастерам, ремесленникам. Чеченские студенты активно используют грантовые средства на поддержку своих проектов. Один из них разработал аналог программы для подготовки хоккеистов виртуальной реальности. По словам Джабраила Чабаева, проект состоит из двух моделей для вратаря и тренера, который может регулировать процесс тренировки с компьютером. Медина Мударова продолжит. Хоккей без формы и клюшки представить сложно, но студенты Грозненского нефтяного университета сделали возможным и это. Чтобы сыграть в него, хватит всего лишь контролеров в руке. Джабраил Чабаев – разработчик симулятора виртуального хоккея. В университет поступил заказ с просьбой разработать аналог уже существующего программного обеспечения, но новая версия получилась гораздо лучше старой. Тренер может, сидя за монитором, следить за данным процессом и контролировать его. То есть переключать сценарий игры, смотреть, как реагирует игрок и смотреть статистику по окончании игры. Также у нас идет в разработке сейчас конструктор сценариев. Он нужен для того, чтобы тренер сам создавал какие-либо сценарии. Когда-то виртуальная реальность была лишь забавным аттракционом, теперь это направление быстро развивается. Пользователь полностью погружается в другое измерение. Проект создан в первом студенческом стартапе, открытом на базе Хай-парка. Он получил 1 миллион рублей грантов в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». У программного обеспечения две целевые аудитории. Первая – люди, которые просто ценят и любят хоккей. Вторая – спортивные школы, у которых есть множество желающих заняться именно этим видом. Виртуальная реальность
реальности все проблемы исчезают, и игрок может почувствовать себя настоящим хоккеистом. Для нас очень важно, чтобы те знания, которые ребята получают в ВУЗе, они пригодились, да, и были применимы для работы в будущем, вот, трудоустройства выпускников. И когда ребята вместо того, чтобы искать работу, создают сами рабочие места, а если эти рабочие места еще и высокотехнологичные, ну, здесь, естественно, решается сразу несколько задач, и нефтяной университет, конечно же, очень рад тому, что способствует решению государственного уровня задач. Ну и дальше мы перемещаемся на уровень региона, да, когда опять-таки сокращается безработица и увеличивается поступление в региональный бюджет. Еще один студент 4-го курса, получивший грант на развитие своего проекта, Мовсар Садыков, разработал мобильную солнечную электростанцию. Проект еще не закончен, но большая часть завершена. На это ему понадобилось около 9 месяцев. Когда вы приезжаете на нужное место, там, где нет электричества, там, где необходимо генерировать его, вы просто нажимаете на одну кнопку, панели раскрываются и начинаете генерировать электричество. Даже в случае, если на месте нет солнечного света, например, какая-то пасмурная погода или дождь, в этом случае в станции есть аккумуляторы, которые для резервного питания. То есть вы останетесь с электричеством в любом случае. Множество студентов нефтяного университета на базе Хай-парка создают все новые стартапы, а подобные идеи им в этом помогают. Всего грант по студенческому стартапу получило 10 проектов. 6 из них уже оформили свое юридическое лицо, а 4 находятся на стадии его подготовки. Хай-парк – это возможность для студентов реализовать все свои идеи, ведь для этого университетом созданы все условия. Здесь каждого может найти для себя много интересного. Медина Мударова, Саид Али Амбукаев, Вести, Чеченская Республика. 30 ноября 1922 года была образована Чеченская автономная область. Кто стоял у ее истоков, как развивалась государственность, о самых значимых событиях за последние 100 лет смотрите в фильме телеканала «Войнах. Век живи» сразу после окончания программы «Вести. Чеченская Республика». К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.